Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее открывается большая выставка, посвященная 90-летию создания мордовской автономии. К этому событию была организована официальная интернет-трансляция тематической экскурсии по данной выставке. Поэтому зрители данной трансляции имеют уникальную возможность познакомиться с выставкой и с тематической экскурсией намного раньше, чем все остальные посетители. Название данной выставки «То трудной дорогой Мордовия шла» выбрано не случайно. Это строчка из официального гимна Республики Мордовия, которая, на наш взгляд, наилучшим образом отражает весь процесс создания мордовской автономии, в частности, противоречивость, сложность этого процесса, неоднозначность и так далее. Наша выставка состоит из двух разделов. Первый раздел посвящен собственному процессу создания мордовской автономии, который рассказывает о этом событии. Вторая часть выставки посвящена социально-экономическим, общественно-культурному развитию края. Эта часть выступает в качестве фона тех политических процессов, которые происходили в нашей республике и в нашем крае. Ну и, конечно же, центральная часть нашей выставки, которую мы обязательно вам покажем, демонстрирует национальные костюмы макшанский, эрзианский, русский и татарский, которые символизируют дружбу наших народов, проживающих в нашей республике. Итак, а теперь мы переходим непосредственно к выставке. Говоря о процессе создания мордовской автономии, нужно отметить, что этот процесс, несмотря на то, что мы отмечаем 90-летие его, начался намного раньше. То есть еще с 1917 года. Здесь следует напомнить о национальной политике большевиков, которые пришли к власти в результате известных событий. Свою национальную политику большевики воплотили в документе Декларации прав народов России, который представлен у нас на выставке. Этот документ был подписан Иосифом Виссарионовичем Сталиным, наркомом по делам национальностей, и Владимиром Ильичем Лениным, председателем Совета народных комиссаров. Бюсты с изображением этих людей у нас также представлены в экспозиции. О чем же сообщалось в этом документе? В этом документе говорилось о том, что каждая нация, проживающая на территории республики, имела право на национальное самоопределение, на возможность создания национальной государственности в рамках будущей республики. Однако из-за событий гражданской войны, из-за боевых действий в полной мере воплотить национальную политику, национальную программу не удалось. Поэтому лишь только в 1920 году были сформированы одни из первых национальных автономий, в частности, Марийская автономия, Удмуртская автономия и Чувашская автономия. У нас на выставке представлена копия одного из таких постановлений. Таким образом, к началу 20-х годов на повестке дня уже стоял вопрос о создании следующей автономии, о создании мордовской автономии. Следующей предпосылкой данного процесса можно назвать активную деятельность представителей мордовского народа, которые работали как в центральных органах власти, так и в местных органах власти и занимались процессом, говоря современным языком, лоббирования создания мордовской автономии. Среди них следует отметить Григория Карповича Ульянова. Фотография и некоторые вещи, которых представлены у нас на выставке. Григорий Карпович Ульянов – человек с уникальной биографией, член партии эсеров, являлся депутатом Первой Государственной Думы, депутатом Учредительного собрания, и уже к началу 20-х годов он представлял себя уже состоявшегося политика, общественно-политического деятеля. Он являлся заведующим Мордовского отдела Народного комиссариата просвещения и помимо своей основной деятельности, то есть просвещения мордовских работников на местах, он занимался и организационной деятельностью. В частности, он выступал одним из инициаторов и авторов проекта создания мордовского подотдела Народного комиссариата по национальностям. Таким образом, в центральных органах власти уже велась работа по подготовке проекта создания автономии. На местах же, где
также были представители мордовского народа, создавались мордовские секции, мордовские отделы при уездных исполнительных комитетах, при губернских советах и исполнительных комитетах. Деятельность этих органов власти также отражена у нас на выставке при помощи фотографий и документов. Ну и, конечно же, практическое воплощение, первая попытка решить вопрос о создании мордовской автономии была предпринята летом 1921 года, когда в Самаре в июне был создан первый съезд коммунистов мордовской национальности. Этот съезд был организован мордовским подотделом Народного комиссариата по национальности. Всего в Самару съехалось более 80 делегатов от 8 губерний. И несмотря на то, что вопрос о создании автономии был поставлен, делегаты столкнулись с огромным количеством трудностей. Прежде всего, стоит сказать то, что и фотографии, и документы, посвященные этому событию и отражающие его, содержатся у нас на выставке. В частности, это фотография участников съезда, а также некоторые документы, которые показывают, как происходил процесс делегирования работников местных властей на этот съезд. Нужно отметить, что центральные власти очень активно поддерживали идею созыва этого съезда и всячески оказывали ему информационную поддержку. Например, в газете «Правда», центральный печатный орган страны, на первой полосе было помещено сообщение о созыве этого съезда. Копия этой газеты также представлена на нашей выставке. В чем же заключались проблемы, с которыми столкнулись делегаты? Во-первых, стоит отметить, что у участников съезда не было даже малейших представлений о том, на какой территории нужно формировать автономию. Не имели каких-то статистических сведений о том, где расселяется Мордва в Среднем Поволжье, какова будет дальнейшая форма мордовской автономии, что это будет округ, область или республика и так далее. Так или иначе, процесс создания автономии был запущен, и, собственно говоря, участники съезда, делегаты и работники центральных и местных властей приступили к его реализации. Прежде всего, участники съезда делегировали в центральные органы власти несколько человек, тем самым увеличив количество и представительство мордовского народа в центральных органах власти. В частности, Макар Евсеевич Евсеев, фотографии и некоторые вещи, которые представлены у нас на выставке. В частности, здесь представлен его пиджак 20-х годов 20 века. Макар Евсеевич Евсеев был делегирован в Центральное бюро мордовских секций. Этот человек на самом деле не нуждается в подробном представлении. Уникальная личность, просветитель, этнограф, организатор огромного количества этнографических экспедиций, языковед, принимал активное участие в процессе создания мордовской автономии. Следующий делегат Захар Федорович Дорофеев. В нашем музее хранится большой архив и фотографий, и документов, а также личных вещей этого человека. Здесь у нас на выставке, в частности, представлены фотографии и личные вещи. Про него можно сказать следующее. Поэт, переводчик, работал в местных органах власти, народного образования. Впоследствии он занимал должность начальника мордовского подотдела Народного комиссариата просвещения. И таких людей достаточно было много. Однако следующая проблема, с которой столкнулись указанные люди, а также авторы проектов о создании автономии, заключалась в том, что Мордва, которая проживала на территории Среднего Поволжья, расселялась достаточно дисперсно. То есть была огромная территория, и авторы проектов не могли выделить достаточно компактную территорию, где можно было сформировать будущую мордовскую автономию. В связи с этим возникают определенные столкновения между центральными органами власти, которые настаивали на большом процентном соотношении
титульной нации будущей автономии. Они требовали, чтобы в состав будущей автономии входило 50%, иногда даже 60%, чего не было ни в одной национальной республике того времени. Однако местные органы власти и местные работники прекрасно понимали, зная о тех условиях, о той обстановке, которая сложилась на местах, они пытались доказать, что невозможно добиться подобных процентов. В этом как раз и заключались основные противоречия между центральными и местными властями. Тем не менее, уже в 1925 году работники центральных властей начинают отправлять и в Симбирскую губернию, в Пензенскую губернию, то есть это как раз были территории, где была расположена наибольшая часть представителей мордовского народа, отправляли для изучения, для сбора статистических сведений, статистических данных. Среди них был и Гордей Степанович Баранов, инструктор отдела Центрального комитета Союзной коммунистической партии. И на нашей выставке представлена фотография этого человека, а также интересное удостоверение, как раз которое характеризует смысл обязанностей этого человека. Тем не менее, центральные органы власти считали, что формирование мордовской автономии затруднялось из-за отсутствия у местного населения, скажем так, каких-то национальных черт. Представители властей считали, что Мордва ассимилировалась, что она утеряла свои какие-то культурные, национальные черты. Тем не менее, это действительно была неправда. В то время, в 20-е годы, во многих губернских и уездных центрах издавались национальные газеты, газеты на мордовских языках. В частности, в 1925 году в Пензе произошел съезд корреспондентов газеты «Одвели», фотографии которой также представлены на нашей выставке. Ну и, конечно же, возникшие проблемы нужно было как-то решать, и о том, как происходил этот процесс, мы с вами рассмотрим в следующем разделе. К середине 20-х годов работники центральных и местных органов власти пришли к пониманию того, что реализовать полномасштабный, огромный проект и очень сложный проект создания мордовской автономии в рамках большой территории расселения мордовского народа было практически невозможно. Поэтому было принято решение о выделении из уездов и властей национальных сельских советов и волостных советов. Таким образом, получалось концентрировать национальные административные территориальные органы власти, переводить их на национальные языки, комплектовать их национальными кадрами и тем самым подготавливать базу для создания будущей автономии. Кроме того,
обсуждение вопросов о создании автономии не прекращалось. Созывались многочисленные съезды, конференции, на которых этот вопрос обсуждался. И фотографии с этих форумов также представлены у нас на выставке. Вот именно здесь. Кроме того, происходит процесс подготовки национальных кадров. Происходят съезды учителей, съезды работников средних учебных заведений, высших учебных заведений, тем самым также подготавливая базу для будущих кадров, будущей автономии. И во многих губерниях, в частности в Нижегородской губернии, в Саратовской губернии, где также проживало достаточно много мордвы, происходит процесс агитации местного населения, который постепенно готовили к будущему процессу формирования мордовской автономии. Наконец, в 1928 году происходит подготовка к реформе административно-территориального деления Советского Союза, в рамках которой было принято решение отказаться от губерний, уездов, властей и перейти к другим формам административно-территориального деления, к краям, областям, округам и так далее. Именно тогда, в 1928 году, было принято решение о создании Средневолжской области. И в составе этой области было принято решение о формировании Саранского округа, соответственно, той территории, которая концентрировалась вокруг Саранска, вокруг столицы будущей автономии. Однако при подготовке обсуждения этого проекта Степан Сергеевич Шишканов, о котором мы скажем с вами чуть позже, предложил переименовать Саранский округ в Мордовский, намекая на то, что эта административно-территориальная единица станет впоследствии основой будущей автономии. В качестве аргумента он говорил о том, что именно на этой территории сконцентрирована достаточно большая часть мордовского народа. Организаторы согласились с этим предложением, и Саранский округ был переименован в Мордовский. А теперь несколько слов о Степане Сергеевиче Шишканове, фотографии которого и многие документы также представлены у нас на выставке. Степан Сергеевич начинал свою работу в начале 20-х годов, будучи работником Инсарского, Краснослободского уездных исполнительных комитетов. В середине 20-х годов он являлся уполномоченным по делам нацмена, то есть национальных меньшинств, и работал с мордвой и татарами в Пензенской губернии. Ну а в 1928 году он являлся председателем организационной комиссии по подготовке проекта автономии. Кстати, фотография членов этой комиссии и участники партии Интроги также представлены на нашей выставке. Примечательный факт из жизни Степана Сергеевича Шишканова заключается в том, что в середине 20-х годов он являлся членом группы автономистов, то есть группы работников местных властей, которые настолько активно и рьяно ратовали и лоббировали идею о создании мордовской автономии, что центральным властям это не сильно нравилось, за что их и прозвали автономистами. Это происходило как раз в тот момент, когда идея о создании автономии была практически, к ней стали относиться скептически. Тем не менее, даже участие в этой группе не помешало впоследствии Степану Сергеевичу занимать достаточно большие должности. В частности, на первом окружном съезде Советов Мордовского округа, объявление о котором и о работе которого также представлено у нас на выставке, это вырезка из газеты «Завод и пашня» за август 1928 года. Он был избран председателем Мордовского областного исполнительного комитета. Ну и, конечно же, основная часть данной витрины рассказывает о достаточно большом жизненном пути Степана Сергеевича Степана Сергеевича Шишканова. И об этом свидетельствует огромное количество всевозможных удостоверений, мандатов, которые представлены у нас на выставке. В 1928 году начинается процесс создания местных органов власти, который происходил на первом окружном съезде Советов.
На нем был избран исполнительный комитет, президиум исполнительного комитета. В частности, секретарем областного исполнительного комитета стал Иван Максимович Горбунов. Фотографии, документы вы можете увидеть на нашей выставке. У Ивана Максимовича Горбунова также достаточно интересная биография. Он являлся делегатом того самого Первого Всероссийского съезда коммунистов мордовской национальности, являлся секретарем организационной комиссии подготовки процесса создания Мордовского округа и впоследствии принимал активное участие в реорганизации Мордовского округа в Мордовскую автономную область. Впоследствии, в середине 30-х годов, он являлся постоянным представителем от Мордовской республики в Центральном исполнительном комитете СССР. О его жизни в конце 30-х годов мы расскажем чуть позже. В этот момент происходит процесс делегирования работников местных властей на всероссийские и всесоюзные съезды и другие конференции. Тем самым Мордовский округ получил возможность представительства своих делегатов на тех самых всероссийских и всесоюзных съездах, советов и партийных съездов. И делегаты как раз этих съездов у нас также представлены на выставке. Процесс создания Мордовского округа считается, в общем-то, совершенно справедливо первым этапом процесса создания мордовской автономии. И о том, какие события происходили следом, мы с вами расскажем в следующем разделе. В 1930 году происходит памятное для нашей республики событие. Решением Президиума Всесоюзного Центрального исполнительного комитета от 10 января 1930 года происходит реорганизация Мордовского округа в Мордовскую автономную область. В чем же значимость этого процесса, от которого как раз и происходит отсчет создания нашей автономии? Дело в том, что Мордовский округ, он считался территориальной единицей, не обладавшей никакими национальными особенностями, правами. Мордовская автономная область как раз наделялась именно этими особенностями и правами, являясь действительно национальной автономией. Кроме того, процесс реорганизации из Мордовского округа в Мордовскую автономную область предполагал передачу части селений и властей русскоязычных соседним административно-территориальным органам. Тем самым процент титульной нации Мордвы в составе Мордовской автономии значительно увеличился до 38%. Кроме того, происходит смена людей, которые занимали важные должности в областных органах власти. В частности, Степан Сергеевич Шишканов был отправлен в отставку, а должность председателя правительства Мордовской автономной области стал занимать Андрей Яковлевич Козиков, фотография которого вместе с членами правительства у нас представлена на выставке. До него 1 год эту должность занимал Михаил Андреевич Палькин. Кроме того, формируются и партийные органы власти. В 1929 году формируется областной комитет Всесоюзной коммунистической партии, первым секретарем которой стал Павел Данилович Пелленин, финн по национальности. И, конечно же, следующим этапом создания Мордовской автономии стала реорганизация Мордовской автономной области в Мордовскую автономную Советскую Социалистическую Республику. Это произошло в конце декабря 1934 года. На нашей выставке также можно
обратить внимание на фотографии членов правительства того времени, начала 30-х годов. Фотографии очень интересные, очень характерны для того времени и демонстрируют, так сказать, закулисную сторону и быт членов правительства Автономной Республики. Представлен у нас на этом стенде. В чем же основное отличие Мордовской автономной Советской Социалистической Республики от Мордовской автономной области? Территория на этот раз не поменялась, основные руководители также не поменялись. Однако Мордовская автономная Советская Социалистическая Республика, этот статус позволил ей иметь герб, гимн, флаг. Кстати, зарисовка этого флага, то есть проект этого флага также представлен у нас на выставке. А также Конституцию, которая была принята в 1937 году. Среди интересных экспонатов, которые также посетители могут посмотреть на этой выставке, следует отметить бювар конца XIX века. Этот экспонат интересен тем, что на первый взгляд он не имеет прямого отношения к данным событиям и по хронологическим аспектам. Тем не менее, во время подготовки данной выставки, во время его реставрации, мы нашли там несколько очень интересных документов, в частности, отрывной лист календаря 1930 года. Таким образом, этот бювар, то есть это специальная папка для корреспонденции, для писем, является таким своеобразным ровесником Мордовской автономной области, ему также 90 лет. Несмотря на то, что на первый взгляд основные трудности процесса создания мордовской автономии остались позади, многочисленные проекты, разногласия между властями и прочее, и наконец-то в 1934 году была сформирована автономная республика спустя почти 15 лет после своих соседей, трагические страницы и этапы в истории мордовской автономии не прекратились. В частности, это связано с политическими репрессиями, которые также затронули и руководящих работников МАССР. В 1937 году, когда и в Советском Союзе, и в Российской Федерации, также в нашей Мордовии происходит как раз развитие вот этих политических репрессий, маховик постепенно раскручивался, и в Мордовии было сфабриковано, сфальсифицировано дело о мордовском правотроцкистском национальном блоке, в который, по мнению следователей, входили представители всех и высших органов власти, государственных и партийных, а также местных органов власти. Что же планировали участники этого блока? По мнению следователей, они готовили отторжение Мордовской автономной Советской Социалистической Республики от Советского Союза и передачу этой республики под протекторат Финляндии. А также якобы они планировали организовать покушение на Иосифа Виссарионовича Сталина и других руководящих работников всесоюзного уровня. Многие руководители государственных и партийных органов власти были арестованы. В частности, уже упоминавшийся нами Андрей Яковлевич Козиков был арестован в 1937 году. А Никифор Григорьевич Сурдин, фотография которого также представлена у нас на выставке, был арестован. И многие другие работники. То есть их список достаточно большой. Помимо репрессий по отношению к руководящим работникам, арестовывали также членов их семей. В частности, в данной витрине представлены достаточно интересные и уникальные экспонаты, которые принадлежали Вере Петровне Сурдиной, жене Никифора Григорьевича Сурдина, который в 1934 году был назначен председателем Центрального исполнительного комитета. Это икона рубежа 19 и 20 веков, а также дорожный саквояж, который также датируется этим временем. Он представлен у нас на выставке. По легенде, именно с этим саквояжем Вера Петровна Сурдина отправилась в ссылку. Таким образом, к концу 30-х годов практически весь актив,
партийных и государственных работников был полностью смещен, и в 1938 году председателем Совета народных комиссаров Мордовской автономной Советской Социалистической Республики был назначен Владимир Варламович Верендякин. Фотографии и некоторые личные вещи которых посетители также могут увидеть на нашей выставке. На этой должности Владимир Варламович пробыл около 6 лет. В 1944 году он был отправлен в отставку. К сожалению, так очень часто бывает, о последующей жизни этого человека нам практически ничего не известно. Неизвестна даже дата смерти этого человека. Помимо перечисленных выше экспонатов, посетитель также может ознакомиться с документами, с многочисленными брошюрами, с Конституцией Мордовской автономной Советской Социалистической Республики, с личными документами, вещами многочисленных делегатов всевозможных съездов республиканского, всероссийского и всесоюзного уровня. В этом как раз и заключается основная особенность процесса политического создания мордовской автономии. Он протекал, начиная с начала 20-х годов и фактически закончился к середине 30-х годов и занял около 15 лет. Ну, о том, в чем заключалась особенность социально-экономического развития края республики, общественно-культурного развития края республики, мы с вами узнаем в следующем разделе. Рассказывая о процессе создания мордовской автономии, невозможно упустить из виду особенности социально-экономического развития нашего края и республики в 20-е и прежде всего 30-е годы. И говоря об этом, мы не должны проходить мимо именно развития сельского хозяйства. Известно, что Республика Мордовия и Мордовский край всегда был аграрным регионом, поэтому создатели и авторы проектов формирования будущей мордовской автономии, конечно же, это учитывали именно аграрную направленность экономики будущей республики, и поэтому этому вопросу также уделялось достаточно большое внимание. Несмотря на то, что аграрный сектор республики был достаточно для того времени архаичен, о чем свидетельствует сельскохозяйственное орудие труда местного крестьянства, с которыми, кстати, посетители выставки также могут ознакомиться и очень подробно посмотреть на это. Они представлены в этой витрине. Происходит постепенный процесс увеличения механизированной базы сельского хозяйства. В этот момент как раз происходит коллективизация сельского хозяйства, то есть создаются колхозы, коллективные хозяйства, совхозы, товарищества по обработке земли, что, в общем-то, сыграло свою роль в развитии сельского хозяйства. Ну, а говоря о механической базе, стоит отметить, что именно с процессом коллективизации связана передача в колхозы, в товарищества по обработке земли тракторов в достаточно большом количестве, всевозможных сеялок, строятся мельницы. Несмотря на то, что этот процесс происходил достаточно медленно и очень противоречиво, оценки последствий коллективизации разнятся, в основном они носят отрицательный характер, тем не менее начало именно развития сельского хозяйства в плане механизации этому процессу был
дан старт. Ну, о том, как происходила очень интересная, красочная передача тракторов, сеялок, создание машино-тракторных станций, посетители могут увидеть на фотографиях, которые расположены на уже демонстрируемом ранее стенде. Конечно же, 30-е годы характеризуются процессами развития промышленности, ведь именно в это время происходит индустриализация, создание масштабной индустриальной базы Советского Союза, и этот процесс, конечно же, затронул и нашу республику. Начиная с достаточно давнего времени в Мордовском крае в основном была развита легкая промышленность, пищевая, перерабатывающая. Конечно же, руководители центральных ведомств это учитывали, и происходило как раз формирование строительства заводов и фабрик именно этой отрасли. В частности, в 30-е годы, как раз сразу же после того, как была сформирована Мордовская автономия, в Саранске и в других городах автономной области и впоследствии республики строятся следующие заводы и фабрики. Это консервный завод. Фотография работников этого завода у нас представлена на выставке. Это катанинная фабрика. Это пеньковый комбинат, это теплоэлектроцентр, а также множество других заводов, продукцию которых посетители выставки могут увидеть на нашей выставке именно в этой витрине. Происходит также развитие и многих предприятий, которые были созданы еще до революции. Это махорочная фабрика, это бумажная фабрика. Происходит постепенное, но верное развитие железнодорожного транспорта. В частности, на данной выставке у нас представлен очень интересный костюм. Это форменная шина железнодорожника 30-х годов, которую также можете видеть прямо сейчас. Ну а среди продукции большой интерес, конечно же, представляет продукция Саранского пенькового комбината, орудия труда работников консервного завода, это, конечно же, ножи для отделки мяса, а также продукция завода дубильных экстрактов, который также был сформирован, построен в нашем крае. Процесс индустриализации также затронул и указанные предприятия. Развивается стахановское движение. Фотографии некоторых из стахановцев у нас также можно увидеть на выставке. Организуются партийные ячейки, развивается движение ударников. То есть постепенно автономия в 30-е годы приобретает статус не просто аграрной республики, а аграрно-индустриальной. Но впоследствии процесс строительства заводов и фабрик он продолжался и пришелся уже на военный этап и на послевоенное время. О том, как происходил процесс культурного развития республики и как повышалось благосостояние населения нашего края республики, мы с вами узнаем в следующем, последнем разделе нашей выставки.
Конечно же, наибольшее значение, основное, так сказать, достижение создания мордовской автономии было связано с развитием культуры, с развитием науки и образования. Именно в 30-е годы этому процессу уделяется большое внимание и большое значение. Именно в 30-е годы создается множество культурных учреждений. На нашей выставке это очень подробно и красочно проиллюстрировано при помощи театров. Например, в 30-е годы создается Мордовский национальный театр. Очень интересные колоритные фотографии первых актеров этого театра у нас представлены на выставке. Открывается Мордовский театр оперы и балета, в котором пел знаменитейший на всю Россию Илларион Максимович Яушев, костюм которого также вы можете видеть прямо сейчас. Открывается Государственный театр кукол, актеры которых у нас также представлены на выставке. Помимо этого строятся музеи, продолжает развиваться музыкальная культура, которая приобретает профессиональный оттенок. В частности, мордовский композитор Кирюков, именем которого названо Саранское музыкальное училище, является именно основоположником мордовской профессиональной музыки, в основу которых были положены мордовские национальные мотивы, народные мотивы. И на нашей выставке посетители могут ознакомиться с его камертоном, ведь он же был пианистом. Помимо того, продолжает развиваться и народное музыкальное искусство, народное музыкальное творчество. Созданный еще в 1918 году Темниковский оркестр народных инструментов под руководством Войнова именно в 30-е годы переживает свой расцвет. Именно в это время происходят активные гастроли этого коллектива. И он существовал впоследствии еще достаточно долгое время, именно под руководством Войнова. Не случайно мы поместили на нашу выставку дирижерскую палочку Войнова, которая также представляет большой интерес. Развивается мордовская литература. Несмотря на то, что первые печатные издания возникают еще в 20-е годы, по-настоящему развитие, возможность развивать свое творчество мордовских писателей появилась именно в 30-е годы. Создаются большие толстые журналы на национальных языках, многие из которых у нас представлены на выставке. Появилась возможность печатать произведения на макшанском, на ирзианском языках. На мордовские языки переводятся произведения русских классиков. То есть можно говорить о настоящем подъеме мордовской культуры. И это лишь малая часть того, что можно рассказать и что можно продемонстрировать именно о развитии мордовской культуры. И этот процесс продолжается по сей день. И основная заслуга этого как раз связана с тем, что была сформирована мордовская автономия, которая дала мощнейший толчок развитию национальной культуры. Не стоит также забывать и о благосостоянии населения края, республики. Строятся в большом количестве, конечно же, больницы. Например, была построена Саранская городская больница, фотографии врачей которых также представлены у нас на выставке. На выставке большое внимание уделяется как раз именно работникам этой больницы. В частности, здесь представлена косоворотка врача Козлова, а также очки и личные вещи династии Козлова, которыми также посетители могут ознакомиться на этой выставке. Помимо этого открываются школы, детские сады, высшие учебные заведения. Например, в 1931 году был открыт Саранский агропединститут, который впоследствии был реорганизован в высшее учебное заведение, в институт, который расширил свою специализацию, а впоследствии реорганизован в Мордовский государственный университет, который существует по сей день и носит имя знаменитого поэта Николая Платоновича Огарева. Процесс развития образования примечателен тем, что наконец-то
открываются школы именно в сельской местности. Причем школы были достаточно очень интересны в том плане, что их строили из камня на века. И фотографии, как раз представленные на этой выставке, они это демонстрируют. То есть у нас и школа, и, конечно же, и детские сады. Уровень благосостояния демонстрируют предметы, которые расположены в этой витрине. Происходит строительство радиоточек, именно называется радио. Один из таких радиоаппаратов, радиоприемников также у нас представлен на выставке. Ну и другие предметы, в частности, граммофон 30-х, 40-х годов. Конечно же, основная часть экспонатов хранится по-прежнему в фондах, потому что экспозиционные площади не позволяют в полной мере продемонстрировать культурное развитие, социально-экономическое развитие, политическое развитие нашего края. Тем не менее, значение процесса создания мордовской автономии очень велико. Стоит отметить, что в состав мордовской автономии вошли следующие территории. Это уезды Пензенской губернии, уезды Симбирской губернии, уезды Нижегородской и Тамбовской губернии. На этом наша официальная трансляция подходит к концу. Автором текста экскурсии и вашим экскурсоводом был Евгений Олегович Наумов, научный сотрудник отдела современной истории. Трансляцию осуществлял Андрей Викторович Филимонов, научный сотрудник отдела информационных технологий. Но подготовка трансляции была осуществлена по инициативе заведующей отделом музейного развития Татьяны Николаевны Червячковой. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.